Здорово всем. Сегодня 19-е, то есть осталось ровно сутки. Через сутки будем уже разыграть этот ножик. Дрова. Так, на сегодняшний день у нас стало участников 94. Антон Дойган был эпидемиерген. Буланья Антон Меха Кахашилава Ипыкын Токуйдан бел Сбербанга Дераула Нароа. И олканна Тиму Пыткихе Атын Распания Эва. Атын Атын Хуриен Тахана Мана Меха Смуспа Баролу. Он Бахарых Пыт. Здорово, мужики, крещением. Я не искупался в этом году, к сожалению. А так такие хорошие морозы. Вот. Прошлые 6 года, в течение 6 лет неоднократно. И надо сказать, такую погоду, особенно прорыв, бывает особо лучше, чем жаркие, тогда погода более-менее там. А если по 50 уже конкретно, это по сравнению с напитками, наверное, первач. Конкретно. Ну, как бы по-русски. Ну, плюс 5 это бабушкины, дедушкины. А вот минус 55 это, ребята, действительно огонь. Когда погружается миллионы игл, сразу втыкают. И это действительно очищает. После этого скажу секрет, раскрою. Многие знают, но некоторые точно не знают, кто не окунулся в крещенские купели. Целый год не болеешь. Ни простуды, маленького такого никакого гриппа нет. Во время купели, после процедурных водных процедур, не надо пить алкогольные напитки. Это наоборот усугубляет. Вот. Надо пить чай горячий. Да, крещением. Ну вот, с вчерашнего дня здесь 88 участников билета. Вот. Если вы недавно подключились, то повторюсь, я человек прямой и простой. Завтра в это же время волшебной палочкой у всех на виду покоряюсь, достану один билетик, тот и станет обладателем этого ножа. Да. Вот и все. Тот раз, ну, уже месяц назад, получается. Месяц назад разыграл 2 ножа. Посмотрите внизу день X. Вот. И там. Опа. Вроде ко мне гости. Или нет, ошиблись. И там первый лот выиграла женщина. Так,
Вот, и Даяна, по-моему, да? Вот. Что-то от них никаких новостей. Вроде месяц ушел. Никто ни фото, ничего. Получили, не получили, сам беспокоюсь. Месяц это очень долгий срок. А второй лот, обладатель второго лота здесь, в Якутске, он получил. Да, нахуй. Получил. Фотографии перед Новым годом, после Нового года отправил. Возле елки сидит с ножом. Вот. Ну, посмотрим. Кому повезет, тому повезет. Это уж точно. Так, остальные, которые сегодня сегодня правящие участники, я их завтра до обеда приму. Вот. Можете увеличить свои шансы. Это только ваше решение. Увеличить, не увеличить. Но если в этом банке у тебя один, то шанс у тебя один. Правильно? А если в этой банке у тебя 50, то у тебя 50 шансов. Очень просто. Сегодня холодно, поэтому пальто, шубки. Вот. Крещенские морозы. Действительно хорошие морозы. Ну чё, вчера вышел на час раньше. Мы пообщались с Дмитрием полчаса. Вот. И так и никто не подключился. Пришлось завершить. Вот. Сегодня специально 8:00, по-моему. Ага, это мен кенекит не мерем. Вот. И сегодня специально 8:00 в прямом эфире, чтобы проверить, сколько человек. Так, ну, завтра посмотрим. Если получится, через Инстаграм тоже запущу, как в тот раз. Вот. А так. Угу. Ну, как-то так. Привет. Сегодня отправил 2 заказа. Вот. Угу. Один Хабаровск, другой забыл. Блин, забыл. Уже забыл. Ну там крещением. Еще делается. Сохнут. Раз, два, три, 4 ножа. Если сохнут, это означает бычьим хвостом. Вот. И я рассказал в недавних эфирах про испытание нового сталя. Пока марка не буду говорить. Сталь порошковая. Тройка лидеров уже давно. Шейник стоит 17. У меня ценник начинается от 17. Вот. И я сказал, вчера, по-моему, рассказал про кухонные ножи. Настоящий хороший нож испытывается в кухне. Вы выходите на охоту 2 или 4 раза в году. Правильно? Но есть некий контингент людей, которые сохраняют ножи в сейфе. Есть такие люди. И специально, когда на охоту, они
достают вместе с ружьем, патронташем свой нож. Вот. Таких людей я уважаю. Действительно, это не оружие, это продолжение руки. Смысле, не говорю, Сеня. Вот. Так, насколько знаю, в Казахстане, в Тыве, по-моему, насчет Киргизии я не знаю, но точно знаю, что в Казахстане у них есть обычай не буду говорить грубыми словами, мягко говоря, одалживает твой нож без спроса. И ты не обязан идти за своим ножом. Ты брал мой нож? Такого не должно быть. Вот положил ножик на охоте, подъехали ребята, чайку выпили. Давай, до свидания. После этого обнаруживаешь, что твоего ножа нету. То есть ребята одолжили. У них есть такой странный обычай. И у меня знакомый живет в Алмате. И он об этом говорил мне. И у него немало ножей от меня. Да и от других якутских мастеров. Вот. И всегда он просит одно у своих друзей. Неважно, сосед, родственник, твои родные и так далее, там теща, тесть и так далее. Если будете в гости, предупредите, пожалуйста, он сказал. И тут звонок, алло, мы приехали к вам. Он не открывает дверь. Сейчас, я в душе одеваюсь, типа говорит. И сразу в кухню достает ножик якутский с ножнами, закрывает, достает из серванта ножик и все за 7 замками. И правильно делает. Но они знают, что это якут. У него же есть лучшие ножи мира, правильно? Вот поэтому частенько они в гости ходят друг друга. И вот он говорит, про честь, говорит, сидит так, смотрит, ну, спрашивает, ну, вроде якут, но, а где твой нож, говорит, в сейфе. Ну, покажи, говорят, не буду, говорит. Ну, вот такой странный обычай, испокон веков. Ну вот, про кухонный нож, все-таки, это только к слову. Про кухонный ножик. Длина 16-18, станочный дол, кованный. Вот. Рукоять К березы, короткий, удобный, специально для поварского. Вот. Вот басаптарын. Пока то галялик. Билдерем. Калля она принята не говорим. Молоком корьем разу. Вот. Почему именно кухонный нож? Ну, чтоб жена твой нож не брал, дорогой. Если ты хороший хозяин, если ты желаешь своей семье здоровый, во-первых, здоровый продукт, это имеется в виду не только пища, но и то, что его разделывает, должен быть, во-первых, из нержавеющей стали. Это действительно так. Но не говорю, что прям будет, если нержавеющей стали вы будете использовать там по фруктам, по овощам, то там останется там микро, макро, потом желудок ржавеет. Это мало вероятности, да? Но все-таки есть такое. Да. Во-вторых, этот металл очень хорошо держит режущую кромку. Добрый.
очень хорошо. И заточка у него будет специальная. Вот. Не традиционная, а другая. Вот. И плюс этой стали гибкость. Не топорная твердость, а гибкий. То есть можно его будет использовать и как филейный нож. Вот. Это будет у нас таких ножей представлю. Ну дайте времечко. Так. У нас как бы 20, да? Ну вот, в феврале уже будет ножики. Вот. Так, так как он поварской, у него ножной не будет. Почему? Если с ножнами делать, то муж ваш заберет. Это уж точно. А если оно без ножен, то останется на кухне. У него в сапогах одним клинком не засунет, правда? Вот. Оно же предназначено для кухни, поварской. О, 300 рублей, Мордовской Семен что-то пишет. Вот. Ну вот. Если хороший хозяин думает о семье, и вдруг у тебя в гости, неожиданно, а гости всегда бывают неожиданными, и у тебя дома тупой какой-нибудь, я не знаю, марки стали ножик, который замороженные окорочка жена лупит, там что-то творит, не творит, и режет, не режет, не ревнивый ты, ни гвоздя на стены не можешь делать. Таких слов больше не будет в вашем доме. Так, надо посчитать, Петр. Сейчас так прям не могу сказать. Вот, таких слов уже не будет. Уже застойный ножик есть дома. Быстренько собрала. Неважно, оно не холодное, замороженное, там фрукты, овощи. Универсальный же. Все разделаю, все быстренько. И рукоять будет специально, что под универсальной ладонь. Надо это подтвердить. Вот. То есть, неважно там у вас двухметровый или толстый ладонь, неважно. Вот. Будет универсальная рукоять, удобная. Не просто так традиционно прямая. Вот. Вот. Обязательно с сертификатом, конечно. В том, что это не холодное оружие. Вот. Так что беспокоиться об этом не о чем. И самое привлекательное — это цена. Пятнашка. Вот 7-сантиметровый ножик БГЧ за 17. Поварской вот такой 16-18. Пятнашка. Разве не хорошо? Так что, хозяюшки, копите денежки. Вот. 8 марта делайте подарки, мужики, своим женам. И этот ножик хлеб будет резать, как говорится, муж. Папа-то, порежь хлеба. Из дивана встаешь, не открываешь, а там тот самый ножик. Настроение такое. Ну, смотри, мягкая булочка там. Оказывается, ты повар. Вот такой вот маленькая такая рекламка. Что еще нам остается делать? Ну, коли помимо этого у меня есть заказ ножны КВОС с огнивой. Его я представлю на канал.
И в понедельник или вторник продемонстрирую нож близняшки. То есть большой и малый в одних ножнах. Но это уже совсем другой разговор. Это тоже чисто традиционное. Здорово. Бир. Биронин. Чисто традиционный нож. В старину так и делали. Таким же технологиям я делаю и буду делать. И свои маленькие коррективчики. Ой-ой-ой. Свои маленькие характеристики. Двудрёвни. Картер 9. Корректировки я сам веду. Что ж, если у матросов нет вопросов, пойду отдохну. Уже 21 минута без паузы говорю. Ну чё, какие вопросы у народа? Не гана каз бах, кардер бах. Там было. Ешки мегадровень. Эльмакс. Кап березы. Кованый дол. Клеймо мастера. Кожа. Конский волос. Сектор шанс. Кому-то уж точно повезет. Вот. Теперь позвольте по-родному поговорить своими земляками. Сахалы-махалы. Ше булаттар. Хасын бачалага лот болар. Вот. Хаски болды едаққа білген болдағына хаға бұмық болақына тиығым. Так, маған хаскилетті бүтем тоғын төт. Біліп отыр бұл тоғын ұлты олай. Әпте, бравлатым болағына ден X-тені каналға көрін. Ронны болуға күрішігіні қостан тағырын банка еттен. Вот. Вот. Онтан күрішігі қостан тағыбытын ровнаны тылығар ұтыран тағыбытын. Иккәді әтуән үйдігер ұтырылан тақыбыты. Ол ке Харьевин. Прямой эфирга. Алло. Привет. Ром, я тебя сегодня отправил. Смотрел? Нет. И что-то там с фамилией, по-моему, ошиблись на почте. На одну буковку. Спишемся потом, хорошо? Вот. Но день их стене видео говорю, ровно нужно было. Кайлаховла. Ну, Кайлаховла на Ревин. Ханал ровно тубун блявит. Тем ну когда было. Еще вопрос бад. Нет вопроса, да? Ну, хорошо, что смотрел. Ну как получишь, ответишь, вот отправишь, пользуйся, дорогой. Но какая-то буква, по-моему. Я на Михаил Белигу. Хайда хулар. Баре хадие. Кем батах. Баяна хылгат, баяна дах. Киеже турадан олар. А так эркейгейер. Хорошо, Роман.
Я понял. И сразу на почту позвонил. Я только как пришел дома, смотрел чек. Его стал сравнять. а, да, и обнаружил, что одна буковка, по-моему, лишняя. И девушка сказала, если одна, то пойдет, а если две, больше двух, тогда уже это проблема, сказал. Так что не беспокойся, дорогой. То есть они, почтальоны, друг друга понимают, сказали. Мягко говоря. Вот. Так, ну что там? Ну, кто не видел, у нас всего столько. Нынче размер билетов небольшие. Вот. Месяц назад был столько людей. Ровно месяц назад. Почти столько. Для сравнения. Вот, так что будет разыгрываться один ножик, это уж точно. И будьте добры, будьте все на связи. Смотрите, 20:00 завтра, до августа. Ну, максимум тут один раз, повторюсь, однократно покупали 12. Наверное, после этого они еще добавили. Ну, наверное, правильно? А я фиксирую здесь, у меня на блокноте фиксирую сразу, не датами, а сразу, кто поступил. Какие номера, сразу фиксирую. Если там 3 номера в разных листах, все равно не фиксируется. Так что никаких проблем. Не буду там... Потом, Роме, потом. Не буду я там сверивать. Не стал я его там... он. Так, +1, +1, +12, получается 20. Такого нету. Просто фиксируется и заново все напечатывается. Билеты я имею в виду. Так что ни один билет ни туда, ни сюда не отстает. Это уж точно. И перед тем, как печатать, я смотрю и сюда, и на телефон, и сюда, и на телефон. Все. Мерю. Номера все вижу. Нормально. Все нормально. А вот какие номера вы мне написали, вот такие у меня тут. Все. Если, к слову, прошлый месяц назад один подписчик купил 51 билетов. 51. Так, по-моему, если я не ошибаюсь, сначала 11, потом... А нет, 21, потом добавил еще 30. Вот. Один человек. А сейчас тут у меня, ну скажу вот так, прям на глаз скажу. Так, 5, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Это, конечно, ваше дело, сколько покупать. 1, 2, 3, 7. 1, 3, 6, 10, 3, 1, 5, 3, 1. Ну вот так. Кто купил 50? Ну, в данном случае, да. Шансы уже конкретно меняются. Без проблем. А так, смотрите, те, которые, да, участвуют впервые, смотрите, еще раз повторюсь, день X, как проводился лот. Вот, там у всех шансы конкретно. Даже я, как рыбак билета, да, ковыряюсь, с первого раза никогда не выходит. Это уж точно. Еще тем более
кручу-верчу, и там еще ковыряюсь, нету, ковыряюсь, нету, ковыряюсь, нету, еще раз кручу-верчу. Так что у всех шансы одинаковые. Какой билет там будет, это уже конкретно ему батлер. Вот, фортуна только знает. Ну что, ребята, более полчаса, еще загрузить это надо. Всем бодрого дня, крещения, здоровья и счастья. Тот, кто в проруби окунулся, он точно будет здоров целый год минимум. Вот. Завтра прошу всех в 20:00 быть на канале. В прошлый раз одновременно смотрели 73 человека, по-моему, максимум. Но там надо было понять, новогодняя суета, то все, можно их понять. А в Инстаграме, по-моему, 103. Много там было. Да находить хох. Ну вот. Так что будьте все в курсе. До завтра.